С началом учебного года в рамках месячника недели сотрудники ГИБДД города Якутска начали активные мероприятия по профилактике и предотвращению аварий на дорогах с участием несовершеннолетних лиц. Продолжит Саргалана Неустроева. Одна из важнейших обязанностей инспектора ГИБДД – предупреждение аварий на дороге. К осени поток автомобилей и пешеходов на улицах города увеличивается в разы. Многие возвращаются к рабочим будням и учебе. Самое главное при этом не допустить того, чтобы дети пострадали по дороге домой или из школы. У нас работа с общеобразовательными организациями началась еще с августа месяца. Это значит, мы разработали совместный план со школами, да, и еще некоторые школы с нами до сих пор разрабатывают на весь учебный год. Плюс к этому у нас все инспекторы, закрепленные по своим школам, выступили 1 сентября на линейках в школах. Так, в рамках недели безопасности дорожного движения был разработан план мероприятий. Например, акция «Пешеходы на переходе», в рамках которой сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы с родителями и их детьми, а также раздавали листовки. Участие в проекте приняли и члены студенческого отряда правопорядка ДПС. На сегодняшний день у нас задействовано порядка 20 студентов университета для участия в рейдовых мероприятиях. И на сегодняшней акции тоже мы участвуем. Патрулировали перед школами, чтобы когда дети приходили, им объясняли, как переходить дорогу, помогали им. К сожалению, с начала года было зарегистрировано более 50 ДТП с участием детей. При этом не все из них были пешеходами. Часть ответственности за такие происшествия ложится на плечи родителей. В статистике есть пунктик «Вина детей». Но это, нам кажется, не вина детей, а вина все-таки родителей, которые с малолетства не обучали, не стали для них примером, личным примером. Да? А на пешеходных переходах, когда водители совершают наезд на детей, конечно, виноваты в высшей степени водители. Потому что если ребенок правильно переходит по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, то это все-таки вина водителя. На посты рядом с образовательными учреждениями инспекторы заступают 3 раза в день – утром, днем и вечером. Дежурят и на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. Однако это не обеспечит стопроцентную безопасность ребенка на дороге, поскольку это ответственность каждого взрослого. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.